Более года предприниматель Азирет Таласбеков пригоняет машины из Южной Кореи. Его доход с каждой из них от 500 до 1000 долларов. В эту сумму входят дорожные расходы и таможенные платежи. Автомобили он возил на заказ. Однако последние 2 месяца он уже никуда не выезжал. Нет смысла, говорит, ведь до Нового года не успеет их растаможить. Из последней партии ему осталось продать еще несколько машин. Мы заранее подстраховались, где-то с октября перестали принимать заказы. Чтобы успеть до 31 декабря растаможить все прибывшие машины, говорят, коэффициент поднимается. Но машины с 2014 года и выше, говорят, будут стоить немного дешевле. Но все это мы увидим в январе. А грузовые портеры и спецтехнику будем продолжать привозить. Многие из таких же предпринимателей, как и Азирет Таласбеков, переживают, что им, вероятно, придется сменить сферу деятельности. Ведь изменение с Нового года ставок на растаможку в сторону увеличения сильно повлияет на их бизнес. На автомобили, по их словам, поднимется цена и, соответственно, упадет спрос. Однако так думают не все. Предприниматель Арсланбек Абдыкадырулу продолжает возить автомобили из-за рубежа. Сейчас он ждет прибытия очередной партии, однако и он надеется успеть их растаможить до новогодних праздников. Сейчас машины в дороге, должны завтра прибыть. Успеем, надеюсь. Все машины по заказу везем. Их здесь ждут. Даже если машины подорожают, то, я думаю, не намного. В Кыргызстан сейчас много машин привезли, и на фоне такой массы подорожают не сразу. Джигалбек Нышанов один из тех, кто, прослышав про подорожание машин, сразу же решил действовать. Автомобиль из Соединенных Штатов Америки он заказал еще 2 месяца назад. Его заказ уже прибыл в Кыргызстан. Государство дало нам время, чтобы кто желает успели купить новую или поменять свою старую машину. Мы тоже заказали. Машины из Америки, Южной Кореи привозят в хорошем состоянии и дешево. Они доступны для простых людей. Из России тоже можно возить. Сейчас там много марок, и мы можем сами посмотреть их технические характеристики. Сюда привозят машины, прибывшие по железной дороге из США, Южной Кореи и Арабских Эмиратов. Если до сегодняшнего дня в день прибывало около 100 автомобилей и около 70 из них успевали растаможить, сейчас объемы сильно снизились. С тех пор, как стало известно, что мы входим в таможенную систему 5 стран Союза, люди стали привозить много машин, чтобы успеть их растаможить. Особенно сильно поток увеличился в октябре и ноябре. В день к нам поступало не по 100, а по 200-300 машин. Где-то до 15-20 декабря тут очередь собиралась, но после 20-го ажиотаж немного спал. С 1 января 2020 года закончится льготный период растаможки. С Нового года за 1 кубический сантиметр рабочего объема двигателя автомобиля, прибывшего в Кыргызстан, при упрощенном методе таможенного оформления нужно будет оплатить в среднем 5 евро. Сейчас ставка составляет 90 центов. Болт Исаев, Самат Даутаху, НТС.